уже в ходе этой войны, когда началась эта война, оказалось в заложниках, вернее, оказался в заложниках француз, не помню его фамилию. Мои спецслужбы вышли на след этих похитителей, что в ультимативной форме ему потребовали выдачи этого заложника. Преступники согласились его выдать, привезли в шато, сказали: забирайте. В это время этот район был оккупирован российскими войсками, блокпосты. Была проблема переправить его к нам. Я даже в радостях позвонил председателю Совета Европы Росселю Джонстону, что я освободил этого заложника. Тут же вмешивается Березовский, предлагает большой выкуп, $1 миллион этим преступникам, и выкупает его, преступников. То есть из-под моего носа уводит. Из-под моего носа уводит. Вот. Всегда было вот так. Со всеми этими чиновниками, которые оказались в заложниках. Шпигун, Власов, все эти журналисты и так далее. Их похищали на территории Ингушетии или в Осетии. Потом привозили в Чечню, потом требовали выкуп, потом появлялись посредники, притом посредники солидные, например, секретарь Совета Безопасности Дагестана Талбуев, бывший летчик-испытатель, или же бывший министр внутренних дел Ингушетии Коревев. Вот такие посредники. Затем, как обычно, Березовский с большим выкупом напрямую финансировали эти преступные группировки, соответственно, дискредитировали власть, президента, народ Чечни и так далее. Вот что связано с похищением людей. Я сегодня говорю Путину: ты пришел навести здесь порядок, ловить бандитов, террористов. Хотя у тебя там в России их тысячи, миллионы. Ты бы у себя навел порядок. Ты посмотри, что в Ленинграде творится-то. Вот. Понимаете? Я ему говорю: ну арестуйте вот этого Кадырова как главного бандита. Затем арестуйте Дениева. Затем арестуйте Гантимирова. Потом арестуйте Сыгулаева. И люди вам поверят, что да, действительно вы ловите бандитов. А сегодня народ не поймет, кого ловите, кого вы ловите. Понимаете? Вы ловите простых людей. Вот. Я скажу, сегодня, вот сию минуту, самый расцвет работорговли в Чечне, самый расцвет, вот его высшая фаза, на блокпостах, комендатурах. Вот как все поставили перед собой главную задачу. Значит, делать деньги, ОМОНовцы, контрактники. Арестовывает простого человека. Вот там где-то у него штамп не тот оказался. Или там прописка не та. Вот. Или вот там отметка в паспорте не та. Арестовывает, увозит в часть, забрасывает его в волчью яму. Вот. Кто оказывается в яме, должен еще на метр углубить эту яму. Вот. У него выбивает все внутренности, ломает кости. Потом родственникам письмо. Выкуп. Если просто так, простой человек, $400.
Если был где-то на должности, административной должности, там, $3000. Если еще есть подозрение причастности, что где-то когда-то держал в руках оружие, $5000. И родственникам предлагают, шантажируют. Если вы не выкупите у командира части, он окажется в комендатуре, там ставки выше. Если там не выкупит, то он окажется в концлагере, в Чернокозово, там ставки еще выше. Если там не выкупится, то он окажется в Пятигорске или Моздоке, там ставки еще выше. То есть идет купля-продажа людей.